Переселенцы должны получить право голоса, так считают украинские правозащитники. Они подготовили изменения в закон о выборах и избирательном реестре. Надеются, что законодатели их услышат. Подробнее об изменениях в нашем сюжете. С начала российской агрессии из оккупированных Крыма и востока Украины переехали приблизительно 1,5 миллиона человек. И только 2 из них смогли проголосовать на местных выборах 2015 года. Один из них – крымчанин Яков Витюк. Право на голос он получил в суде, но воспользоваться им до конца не смог. В втором туре я не смог проголосовать. Был пройден достаточно долгий процесс, чтобы добиться права голоса. Вот. И и вроде бы я считал, что я таки имею право голоса, и имею право голосовать. И вроде бы я же голосовал. И прихожу, и мне говорят, вас нет в избирательных списках. Замечательно. Его жене, Жанне, даже в суде не удалось получить право голоса. Апелляционный суд мне просто не дал шансов. Своим постановлением без права апелляции они присудили мне осуществлять свои избирательные права по месту регистрации в паспорте, то есть в Крыму. Единственная надежда я подала в Страсбург в суд по поводу нарушения моих избирательных прав, но я сомневаюсь, что так быстро там это дело рассмотрят. Общественный холдинг «Группа влияния» провел исследование среди переселенцев и выяснил, люди желают участвовать в жизни местных громад. Такая потребность больше у выходцев из Донбасса. Многие из них не хотят возвращаться. Что касается крымчан, они в большинстве надеются вернуться домой. Но все же и они имеют право на выборы, уверена крымская активистка. Мы говорим о праве крымчан, которые в том числе не могут вернуться кто-то по разным причинам. Да? Многие люди там уже видят себя здесь. Если сейчас есть возможность и желание у этих людей голосовать, то мы должны им предоставить такое право. Правозащитники предлагают законодателям изменить законы о выборах и о реестре избирателей. Сейчас проголосовать можно только по месту регистрации. Ми намагаємось цю імперативну норму в законодавстві пом'якшити і надати виборцю можливість за вмотивованим зверненням і шляхом надання органам ведення реєстру документів підтверджуючих змінювати виборчу адресу на іншу, ніж це передбачено зареєстрованим місцем проживання. Этих изменений ждет и Яков. Он надеется воспользоваться своим правом на следующих выборах. Однозначно. Конечно же. Я ж не для того добивался для себя права голоса, чтобы просто для галочки и отметиться и все такое прочее. Я человек политически активный был всегда. Роман Спиридонов, Ислам Пинка, Заман, АТР.